Нияз Мансурович, добрый день. Хайрлы күн, добрый день. Как у вас дела? Дела хорошо. Мы на каникулах уже давно. И мы, я считаю, на вполне заслуженном отдыхе отдыхаем сейчас, потому что год был очень плодотворный, интересный, с достижениями различными. И я считаю, что мы заслужили ту порцию, так скажем, релакса, да, которую сейчас у нас есть. Хорошо. Что делаете? Я провожу время с сыном прямо сейчас. Я считаю, что это мое небольшое упущение, и стараюсь больше времени уделить ему. И мы играем, гуляем, и пытаюсь выполнить его новогодние желания. Вы начали свою карьеру в сфере образования с учителя физики. Верно. Да. Как вы стали учителем физики? Нужно начать с ответа на вопрос, как я, в принципе, стал физиком. И для этого нужно вернуться в школу в 2006 или 2007 год, когда мне нужно было делать определенный выбор после 9 класса, какое же направление я хочу. Мы тогда изначально были математическим классом, мне очень нравилась математика. И я точно знал, что мне нужно связать свою жизнь с математикой. И я начал упорно и усиленно работать в этом направлении, выполнять все домашние задания, расставил все приоритеты. Мне было очень интересно, старался какие-то вопросы задавать учителю. И когда уже был практически конец 11 класса, и мне нужно было определяться, куда подавать документы, какие экзамены сдавать, я уже решил, что я иду на мехмат или на ВМК в КФУ. И мой друг тогда, он ко мне пришел и говорит: слушай, я вот иду на физфак, да, ты что, у тебя какая цель? Я говорю: вот математика, я люблю, мне нравится. Он говорит: давай так, пойдем на физфак. Ты, говорит, не просто математику на том же уровне будешь знать, ты будешь знать дополнительно к этому физику, информатику, и у тебя будет больше возможностей устроиться на работу. Таким образом, я из математика превратился в человека, который идет на физику. Это было такое решение на флажке, и я ни разу не пожалел о том, что сделал этот выбор. Соответственно, я учился не на учителя физики, я учился просто на физика. У меня было направление профилизации уже медицинская физика, а мне очень нравилось. И у меня было больше такое инженерное направление, мы там делали устройства различные, программировали. И в какой-то момент, когда я поступил уже в аспирантуру, как у любого молодого человека, наверное, возникает желание перестать зависеть от родителей. На тот момент это была даже не зависимость, а желание помогать родителям и начать строить свою жизнь. И я начал искать работу, и вы не поверите, за несколько дней до того, как я пришел в 19-ю гимназию работать, я даже обращался в Макдональдс, узнавал, и, может быть, устроиться туда на работу. И Всевышний так сделал, что вот как-то он меня отвернул от этого. Я не помню почему, но у меня вот всем нутром я просто не захотел туда идти, хотя изначально было желание и интерес. И в какой-то момент мой товарищ мне сказал: вот есть интересный проект, 19-я гимназия, там сейчас задумываются о том, чтобы переосмыслить образование и так далее. Там есть молодые учителя, там очень серьезные опытные учителя, там есть оборудование, давай попробуй. Он меня пригласил, я поговорил с директором, и вот таким образом у меня началась карьера учителя. То есть окольными путями я пришел к должности учитель физики, что выглядит quite interesting, да, на данный момент, если оглядываться назад. Да. Было трудно сначала? Я скажу так, в голове моей было все очень просто. Я думал, что работа учителя — это настолько легкая работа, ты должен прочитать учебник, прийти, пересказать, поставить всем оценки и уйти. Я первые 2-3 урока так и сделал. Но потом я понял, что это так не работает. Я начал вникать, и оказалось, что педагогика, что работа с детьми — это гораздо глубже. Нужно совершенствовать свои навыки. Я начал искать возможности, я начал искать материалы, просить опытных учителей и так далее. Было очень интересно, но и лично для меня было очень сложно, потому что у меня никаких педагогических навыков не было на тот момент. То есть хороший учитель — это тот, кто постоянно в развитии находится? Да, обязательно, но надо здесь понимать несколько вещей. Безусловно, должен быть профессионализм, профессионализм в деле и профессионализм в предмете. Да? И, безусловно, должен быть еще человеческий фактор, когда учительство не может существовать без определенной составляющей в душе или в менталитете человека. Если у тебя нет любви к детям, безусловной любви, если у тебя нет стремления вкладывать в будущее, да, то тогда, наверное, будет очень сложно задержаться в школе.
мне повезло работать с такими людьми, у которых все это было. Сейчас вы директор Международной школы Казани. Вам нравится ваша работа? Ну, во-первых, я хочу сказать Аллах шикр, да, слава Богу, в жизни все так сложилось. Никогда не стремился, когда стал учителем, я, например, не работал, да, чтобы стать директором международной школы. И это так вот натурально все, naturally, да, там органично все получилось. Когда мы в 19-й гимназии начали работать над тем, мы как бы начали задаваться вопросом, а что же делает мир? А что же в мире происходит в сфере образования? И мы начали искать ответы на эти вопросы, поняли, что, например, такая система, как IB, очень распространена, она сегодня актуальна, начали ее изучать, начали о ней говорить. И таким образом нас затянуло в международное образование. Именно этот интерес и привел нас сюда. Получается, что как бы мы делаем то, что нам изначально нравилось, хотелось, и поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, нам нравится, конечно, мне нравится, и несмотря на то, что это очень сложно. Потому что, во-первых, проект новый, незнакомый нашей аудитории в городе. Многие, мне кажется, потенциал недооценивают и не до конца знают, что же наша школа может предложить. До сих пор не могут заменить определенное стереотипное мышление. А в целом работа очень нравится и очень интересная. Раз уж мы перешли к IB, что такое IB? Международный бакалавриат или организация международного бакалавриата. Это, если уходить в прошлое, то в какой-то момент люди из образования начали задумываться об определенной реформе в системе образования. С другой стороны, они хотели предложить формат международного образования. Много лет назад международное образование начало развиваться очень быстрыми темпами, когда наш мир вступил в такую дорогу глобализации, когда большие потоки людей начали мигрировать из одной страны в другую, когда большое количество, например, американского бизнеса начало приезжать в Европу, когда, допустим, британский бизнес начал ехать, ну, Британию мы, в принципе, можем, да, сказать по там, бывшим колониям и так далее. И люди начали думать, как же сделать так, чтобы всех этих людей, приехавших с разных стран, объединить. Вот. И таким образом появилась система очень интересная, которая сегодня предлагает 3 направления основных. Еще есть 4-й, туда углубляться не будем, но основные 3 направления — это очень просто. Началка, средняя, старшая школа. У каждого свои требования, но их задача — воспитать гражданина мира. Очень ответственного, очень знающего, принципиального. И самое главное, я говорю самое главное, потому что мы очень часто это не видим или недооцениваем, умеющего принимать риски на себя. Так называемый risk taker. Перевести одним словом на русский язык нельзя, потому что слово рискующий здесь не очень подходит. Да? А вот брать ответственность, принимать определенные риски, понимать их, да, такое вот более развернутое, наверное, пояснение, очень-очень интересное. И мне нравится, что IB, оно заботится не только о том, что дети, например, у них очень сложный экзамен, у них даже экзамен сложнее, чем ЕГЭ, я хочу сказать, но их заботит в первую очередь то, какой же ребенок выйдет из школы. То есть они не думают только о том, чтобы у них были хорошие баллы. Они еще думают о том, что этот ребенок заберет с собой в большую жизнь. Начальная школа, она больше такая развивающая, она дает полноценную картину мира, она показывает связи в этом мире, причем она показывает связи между сообществами, обществами, людьми, также и в естественно-научном мире, например, в природе. В средней школе идет такая большая профилизация, что ли, да, когда ребенок начинает определяться, что ему более интересно. Он начинает вникать в первые шаги, первые методы исследования, начинает делать исследовательские работы, проекты. И уже в старшей школе он должен определиться, профилизироваться и в усиленном режиме готовить те предметы, в которых видит свое будущее. Также одним из отличий международной школы от других школ является то, как она выглядит и пространство внутри нее. Как пространство влияет на процесс обучения? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы углубиться немножко в концепцию нашего дизайна и на чем он основан. Он основан на таком понятии, как 20 modalities of learning, или 20 моделей, 20 режимов обучения детей. И если мы посмотрим, в каком режиме из этих режимов учатся наши школы, мы поймем, что там в основном представлен только один режим — это лекция. Когда мы идем по коридору, из коридора мы попадаем в классе все парты, стулья, все смотрит на учителя, учительская доска и, значит, стол впереди, и учитель не остается другого выбора, кроме как
проводить лекцию в основном или в среднем. Если же говорить про нашу школу и про эти 20 режимов обучения, то такой подход, он только один из 20. А еще есть индивидуальное обучение, обучение друг у друга, обучение друг друга, обучение через различные театральные постановки, через storytelling, через презентации, используя гаджеты, онлайн-обучение, дистанционное обучение, проектное обучение, проблемное обучение, STEM-обучение. И этот список можно продолжать. Теперь, если мы говорим об этих режимах, мы должны сказать очень важную вещь. Дизайн должен позволять учителю эти работы проводить. И даже если ты посмотришь сейчас, где мы находимся в зоне, которая находится за кабинетом. То есть у учителя появляется возможность дифференцировать свои подходы, и у него не остается другого выхода, как перестать быть центром внимания. В центр внимания должны стать ученики. То есть он должен строить теперь работу таким образом, чтобы, находясь в кабинете, он дает детям задания таким образом, где они могут объединиться, разъединиться, выполнить какую-то работу, потом обратно прийти, презентовать. Дети собираются в учебный класс. В учебном классе учитель их делит на группы, дает задания, потом разрешает выйти. Через 15 минут я хочу, чтобы вы вернулись, и мы сделали небольшую презентацию. И причем они могут собраться как в кабинете или в специальной зоне, где у нас можно делать презентацию. Это если говорить коротко. И мы сразу говорим о чем? О том, что дети должны становиться ответственнее, они должны становиться самостоятельнее. Они не то что должны, а это вынуждает их становиться более открытыми, умеющими работать в команде и так далее. Все те вещи, которые мы сегодня должны учить, но не знаем как, они появляются естественным образом. А домашняя работа есть? У нас домашней работы официально нет. Но у нас очень интересная ситуация. Наше родительское сообщество поделилось на два лагеря, так скажем, в хорошем смысле. И одни из них считают, что домашнее задание не нужно, другие из них считают, что домашнее задание нужно. И вот для того, чтобы найти компромисс, мы даем не домашнее задание, а задание на дом. И они его, если хотят, то выполняют. Если не хотят, то есть у них есть возможность выполнить, у них есть свободное время, они его выполняют. Но мы объясняем очень просто, у нас как бы две причины для этого есть. Первое, это дети в нашей школе проводят весь день. Они устают, у них просто не остается сил. Потом еще есть кружки и так далее. Раз они здесь проводят весь день, значит, наша ответственность этот день использовать эффективно и их научить. Настолько, насколько мы можем. Ну а второе, я хочу сказать, что, к сожалению, институт домашних заданий, он вымирает. И такое понятие, как домашнее задание, превратилось в домашнее задание для родителей. И, например, если мы берем начальную школу, то мы понимаем, что в том виде, в котором должно выглядеть домашнее задание или его выполнение, оно не существует. Его делают родители, его делают соседи, его делают кто угодно, но только не ребенок. И если этого не происходит, то зачем мы друг друга мучаем? Надо искать другие выходы. Все уроки в международной школе идут на английском языке, так? Абсолютно верно. Кроме русского и татарского языков. У вас есть татарский язык? У нас есть татарский язык. Он добровольный или обязательный? Он у нас добровольный. Дети должны выбрать в качестве родного языка язык, который они желают. Надо понимать, что у нас многонациональный состав. И если мы говорим, например, в других школах, если мы говорим о народах России и выбор родного языка из числа этих языков, то в нашей школе еще представлены народы мира. Например, граждане Америки, Британии и так далее. Для иностранных граждан они выбирают свой, и наши граждане, они выбирают свой. В основном в нашей школе между русским и татарским языком. Если у нас учится порядка 400 детей, то только 4 ребенка где-то не выбрали татарский язык в качестве родного языка. То есть у нас желание учить татарский язык есть у детей. Как правильно учить язык? Татарский? Да. Или вообще? Вообще, в принципе, мне кажется, разницы нет. Ты знаешь, тут, наверное, надо подходить... Тут же не важно, что учить, татарский язык или физику. Здесь от учителя очень много зависит, от материала, который он дает и как он дает. Фактически мы приходим к вопросу, как учить и чему учить. Наверное, сегодня, когда мы говорим о татарском языке, мы должны говорить больше о его применимости. Да, то есть, и это уже набило оскомину, но все говорят о том, что нужно уйти от грамматики. Все говорят о том, что нужно сделать
делать уроки более коммуникативными. Да? Я с этими позициями абсолютно согласен, хотя считаю, что, допустим, для желающих или для татарских семей все-таки имеет смысл более углубленно изучать как татарский язык, так и татарскую литературу. Я могу об этом судить и говорить, как человек, закончивший татарскую гимназию. Я с 1 класса учился на татарском языке до 11 класса. Я учил все предметы: химия, физика, биология на татарском языке, история на татарском, то есть математика на татарском языке, и смог закончить вуз, и нормально вроде как сейчас с тобой разговариваю на русском языке. При этом, что дало изучение татарского языка, даже в качестве примера, знаешь, я этим очень сильно горжусь и всегда хвастаюсь. Когда мы учились в школе, у нас не было ЕГЭ, но мы должны были сдавать экзамен по татарскому языку, он был обязательный. И этот экзамен подразумевал, что мы должны написать сочинение. Там большое сочинение, объемное, и мы никогда не знали, какое же сочинение у нас будет, тему заранее. И нам приходилось каждую неделю писать минимум по одному сочинению, иногда по 2, по 6 листов по произведениям наших татарских классиков. И я никогда не забуду, как, во-первых, их надо было прочитать, чтобы их написать. У нас тогда не было татарские произведения в кратком изложении, как сейчас есть у детей, да, там, по русской классике. Вот. И никто за нас эти сочинения не писал. И я очень благодарен своему учителю за то, что она это заставляла, потому что огромнейшее развитие мышления, критического мышления, своего мнения, аналитика и так далее, оно все пришло тогда. И если бы она нас не заставляла, я, например, не знаю, смог ли бы я сейчас, так скажем, нормально, членораздельно разговаривать с тобой, да, там и какие-то мыслями изъясняться. Конечно, у нас был очень хороший уроки и русского и так далее, но я, так скажем, уже отклонился от твоего вопроса, да, так в романтику ушел, в ностальгию. Но это то, о чем я всегда говорю, да, то есть мы учили татарский язык по 4 часа, по 5 часов в неделю. У нас мы читали, мы писали огромнейшие сочинения. И я хочу сказать, что в сравнении с тем, что мы изучали сейчас, даже до кризиса, то, что было на татарском языке, это было очень демократично. Это было крайне демократично, и ну, раз мы в такой ситуации оказались сегодня, да, я считаю, что нужно завоевывать обратно чем? Коммуникацией. Я больше учитель физики, но я считаю, что если учитель горит, да, если глаза горят, если есть желание, то у него обязательно все получится, потому что дети будут любить, хотеть приходить, и самое главное, они увидят пользу в этом. Как сделать так, чтобы учитель горел? У каждого учителя за спиной стоит семья. Да, ведь будь то мужчина, будь то женщина, они после уроков они возвращаются домой. И представь себе человека, у которого дома не все в порядке, который приходит на работу, и мы хотим, чтобы у него было все в порядке на работе. Я думаю, это, во-первых, несправедливо, во-вторых, сложно. Да. Поэтому я считаю, что нужно начать с того, что, в принципе, социальный статус учителя. В первую очередь. Когда учитель будет чувствовать себя защищенным, когда учитель будет понимать, что на него никто не накричит, не обматерит. Мы сегодня видим в обществе огромное количество, особенно в Инстаграме, я вижу, я их терпеть не могу, там случайно там, в качестве рекламы появляется как видеоролик, как один ребенок материт учителя, например. Да? И у меня возникает такая боль от того, что наше общество не осуждает этот поступок. То есть в нашем обществе сегодня не выработан иммунитет к таким поступкам, когда люди просто смотрят на это, да, там улыбаются, и, допустим, определенного осуждения за это нет, наказания за это нет. Сегодня учительство превращается потихоньку, никто не отрицает, что это, в принципе, услуга образовательная, но совсем, так скажем, в сферу услуг ее превращать, мне кажется, тоже нельзя. Слава богу, какие-то зарплатные вопросы все больше решаются, но я считаю, что статус учительский, он должен все-таки преобладать, потому что учитель, с него все начинается. Если говорить не про бытовые вопросы, то, конечно, у учителя должна быть возможность расти. Представь, что ты учитель, и ты приходишь в школу, и наверняка у тебя возникнет вопрос, когда ты приходишь в школу: а что дальше? Вот я 5 лет, 10 лет, 15 лет проработал учителем, а что дальше? Ведь это нормальное человеческое желание, желать чего-то, не то что лучшего, да, ну, пробовать себя в новом. И у учителей, мне кажется, пока еще на этот вопрос ответа нет. Ну, можно, конечно, ответить, вот директором можно стать, да, но сколько работает в школе в 19 учителей? Порядка 120. Сколько директоров в 19 школе? 1. Да, то есть, представляешь, эти люди, они не знают, куда они будут расти и как они будут развиваться. Поэтому, мне кажется, второй момент – это не хватает определенной траектории движения или развития человека. Ну и третье – это профессиональное развитие именно как учителя. А если сегодня, так скажем, на рынке
назовем это в кавычках, на рынке хорошие услуги или хорошие продукты по развитию профессиональных навыков учителей? Я отвечу на этот вопрос, что нет. Нет, если ты не знаешь английский язык. Но если ты знаешь английский язык, и ты можешь поехать за границу учиться, но у тебя нет денег на это, потому что это гораздо дороже. Поэтому вот, наверное, 3 составляющие, которые могли бы вдохнуть новую жизнь наших учителей. Ну и, конечно, мы должны, как 4-й, уже думать о том, как же сделать так, чтобы на входе было гораздо больше людей, желающих стать учителями, чтобы у учителей была гораздо больше выборка, так скажем, лучших из лучших, чтобы эти люди приходили в школу. А как поступить в международную школу? В международную школу поступить очень легко. Мы всегда говорим о том, что мы не школа для интеллектуально продвинутых детей и так далее. Мы международная школа. Мы считаем себя многопрофильной школой. Мы считаем, что мы стараемся дать детям те направления, которые им нужны и важны. И мы считаем, что здесь могут учиться любой желающий, у кого есть минимальное усердие. При этом у нас, если школы для одаренных детей, они ставят какую-то максимальную планку, которую ты должен преодолеть, у нас есть минимальная планка, чтобы защитить детей. Все-таки учиться на английском языке очень сложно, и если ты можешь себе представить, что, например, ты в 9 классе, например, ребенок какой-то в 9 классе приходит к нам, желает у нас учиться и поступает, допустим, без экзаменов, он пришел, но у него нулевой английский. И пока он выучит этот английский, он не учится. Он не понимает, что происходит. Он потерял это время. И, соответственно, отстал от всех детей. Мы определенные минимальные требования проводим. Поэтому, отвечая на твой вопрос, ребенок должен прийти, родители должны, семья, они должны принять нашу концепцию обучения, согласиться с ней, после чего, когда они понимают, да, это то, чего я хочу, они приходят к нам на собеседование, проходят тестирование на предмет вот этих минимальных знаний, и мы также смотрим при необходимости его текущей оценки и рекомендации со школы. Ну, в основном, хотя у нас очень высокий процент отказов именно из-за английского языка, но в целом у нас дети проходят, учатся. У вас есть гранты? Пока нет, но такое решение принято, и дай бог, со следующего года мы начнем эти гранты раздавать, но сегодня мы должны сделать так, чтобы это было действительно чистое, прозрачное, честное распределение этих грантов. Мы думаем о том, как же сделать так, чтобы, допустим, это распределение было минимально зависело от школы, минимально зависело от тех спонсоров, которые будут этот грант спонсировать, чтобы убрать любую составляющую, которая может повлиять на чистоту этих результатов. Но со следующего года мы планируем порядка 6 грантов уже разыграть в средней школе. Оно будет покрывать полностью обучение детей, полностью экипировку, спортивная форма, школьная форма, все учебники, питание. То есть просто приходишь и учишься. Полностью будет все покрывать. Мы считаем, что это очень интересный грант, очень щедрый со стороны спонсоров, которые будут его спонсировать. И при этом очень хорошая возможность для обучения. Мы сейчас в 11 классе, и перед нами скоро откроется совершенно новый мир. Многие из нас не знают, что делать, куда идти. И вот эта неопределенность, она, наверное, пугает кого-то. Что вы можете сказать будущим выпускникам? Знаете, что бы я ни посоветовал, вряд ли меня послушают. Потому что в этом возрасте молодежь, она очень упрямая. И вы всегда хотите сделать по-своему и совершить свои ошибки. Поэтому что-либо советовать, наверное, я бы не стал. Но я бы сказал немножко развернуто об одной вещи. Про 11-классников в принципе. У нас в 19 гимназии была же маленькая традиция. Мы каждый после рабочего времени всегда приходили в столовую перед закрытием. Мы приходили дети, мы пили чай. У меня была возможность разговаривать, задавать какие-то вопросы. И я всегда у 11-классников спрашивал, какие у тебя цели? Что у тебя, какая цель, что ты хочешь? И самый распространенный ответ в 11 классе – это «я хочу сдать ЕГЭ». Я хочу сдать ЕГЭ по такому-то предмету на столько-то баллов. Я хочу поступить в КФУ. И вот у меня всегда возникает на это вопрос. Почему мы, наверное, в таком же возрасте, почему вы не расширяете горизонты и не ставите себе вот эти задачи, цели немножко по-другому? Например, я хочу стать врачом и спасать жизни.
То есть вместо того, чтобы сказать, я хочу сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов, сказать, я хочу стать врачом и спасать жизни. Вместо того, чтобы сказать, я хочу сдать математику на 100 баллов, да, я хочу стать экономистом, предложить какую-то теорию. Когда люди говорят, или дети говорят, я хочу поступить в КФУ, я сам закончил КФУ, но мне просто кажется, а почему бы ребенку не помечтать, например, об MIT, Массачусетском институте технологий? Почему бы не помечтать об МГУ, об ГИМО, да, где очень престижно учиться, и это самый крутой вуз для, например, международных отношений, дипломатов и так далее. Я желаю вам научиться мечтать по-настоящему, ставить большие цели и определяться с этими целями уже сейчас. Потому что как только вы поймете, чего вы хотите, у вас сразу появится, как этого достичь. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас нашел вот это призвание, знал, чего он хочет, и, естественно, не слушал всякие байки, которые говорят, вот там Стив Джобс не закончил вуз, да, там, или этот там вообще там был, Эйнштейн вообще был троечником. И никто не видит за этим огромное количество труда, работы, которую они провели для того, чтобы этих целей достичь, проведенное время там в лабораториях. Поэтому, безусловно, второе мое пожелание – это hardworking, не бояться работать, не лениться ни в коем случае и делать чуточку больше, чем другие, для того, чтобы быть более конкурентным. Ну и третье, видишь, изначально не знал, что посоветовать, а теперь целый список появляется. Третье, хочу настоятельно рекомендовать учить языки, не для того, чтобы отсюда уехать или там еще что-то, да, а просто чтобы открыть целый мир для себя. Вот я когда как учитель физики немножко подучил английский язык, у меня количество материала на урок резко выросло. Вообще, оно не просто резко, его было уже не счесть, потому что был доступ на любые сайты, я понимал, я мог это использовать во благо. Наверное, четвертое, я хочу сказать, что оставаться человеком – самое главное. Спасибо. Всем было вас, пожалуйста.